Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Российские ВВС уничтожают позиции сирийских повстанцев к западу от Алеппо. Применяются кластерные бомбы. Вашингтон-Пост, между тем, сообщает, что в Госдепе и Пентагоне обсуждаются планы ударов по Асаду, но им мешают российские С-300. Я оставлю русским возможность объяснить, почему они поставили там эти системы. Их избивает милиция, насилуют сотрудники миграционной службы и земляки. Наша программа продолжает серию репортажей о судьбах женщин-мигранток в Москве. Я лежала, он выключил свет и сказал, что я должна переспать с ним. Не выпускал меня, я умоляла его. Когда кто-то открыл дверь, я смогла убежать. Взрыв в Тбилиси накануне выборов. В грузинской столице пытались взорвать магнитной миной соратника Михаила Саакашвили, оппозиционного лидера Гиви Таргамадзе. Сам выживший политик считает, что следы покушения ведут в Москву. Я уверен, что бомба была приведена в действие дистанционно из автомобиля, который ехал где-то позади нас. Американская корпорация Boeing официально включилась в марсианскую гонку. Глава другой компании SpaceX Илон Маск, который сообщил о своих планах покорения Марса неделю назад, обвиняет Boeing в диверсии против его самой мощной космической ракеты. Такая система дает вам свободу отправиться куда угодно в пределах Солнечной системы. Российская авиация нанесла массированные авиаудары по сирийскому населенному пункту Дарет-Изза, расположенному в 30 километрах к западу от Алеппо. Очевидцы утверждают, что во время бомбежек использовались запрещенные кластерные бомбы. Факт их использования был зафиксирован на мобильные телефоны жителей города. Эти кадры теперь распространяет агентство Рейтер. Вы видите видеозапись этой бомбардировки. После взрывов сверхмощных противобункерных бомб в воздухе взрывается кассета с кластерными боеприпасами, которые попадают на жилые кварталы. Как вы видите, происходит сразу несколько десятков взрывов. Каждый отдельный кластер бомбы уничтожает все живое на площади размером с футбольное поле. Как сообщают повстанцы, в районе поражения находилось большое количество гражданских лиц. Пока точной информации о погибших и раненых из этого района Сирии нет. Тем временем сирийская правительственная армия захватила господствующие высоты на севере Алеппо, откуда теперь может беспрепятственно простреливаться вся подконтрольная повстанцам восточная часть города. Как сообщают мониторинговые правозащитные организации, захвату высот предшествовала чудовищная по своей силе бомбардировка с воздуха. Сирийские повстанцы из движения Джабхат ан-Нусра сообщают, что им удалось на время остановить наступление армии Асада и ее проиранских союзников на юге Алеппо. Они также утверждают, что их позиции в жилых кварталах теперь подвергаются массированным авиаударам российских ВВС. Сегодня были обнародованы новые данные о погибших за последнюю неделю в Алеппо гражданских лицах. В восточной, подконтрольной повстанцам части города эти потери составили 293 человека и 25 в проправительственной части. Также мировые агентства и телеканалы распространяют очередные кадры спасения детей из-под развалин сразу в нескольких сирийских городах. Это кадры из восточного Алеппо. Активисты местной службы спасения достают из-под развалин жилого дома 10-летнего мальчика. Как утверждает Рейтер, ему одному удалось выжить из всей его семьи после попадания в дом авиабомбы. А это кадры из пригорода Дамаска Думы, который также подвергся мощному авианалету. Спасатели из движения «Белые каски» вытаскивают из-под завалов девочку. Как сообщается, авиаудары производила авиация Башара Асада. Издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте сообщает, что администрация США рассматривает возможность нанесения авиаударов по правительственным силам в Сирии. Американские военные чиновники предлагают разбомбить взлетно-посадочные полосы сирийских аэродромов и тем самым лишить армию Асада авиаподдержки. Между тем, Пентагон остро отреагировал на поставку России в Сирию новейшего ракетно-зенитного комплекса «Антей-2500».
ИГИЛ и Нусра не имеют военно-воздушных сил, а русские утверждают, что их наиболее беспокоят именно эти группы. Я оставлю русским возможность объяснить, почему они поставили там эти системы. Я просто скажу, что мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность экипажей самолетов коалиции. И мы будем продолжать делать это. А наши самолеты, я должен заметить, имеют неотъемлемое право на самооборону. До сих пор мы были в состоянии поддерживать контакт по поводу Сирии в рамках меморандума о взаимопонимании, даже в разгар наших разногласий с Россией. Это помогло избежать многих недоразумений. Мы, конечно, ожидаем продолжения диалога, чтобы избежать и в дальнейшем каких-либо проблем и просчетов. В ответ на претензии американцев российский Генштаб заявляет, что новейший ракетно-зенитный комплекс был размещен на российской военно-морской военной базе «Тартус» исключительно для обороны. Данный комплекс предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящейся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения военно-морского флота России с воздуха. Не совсем понятно, почему размещение С-300 вызвало такой переполох у наших западных коллег. В Бишкеке заново рассматривают дело журналиста и правозащитника Азимжана Аскарова. В 2010 году он был приговорен к пожизненному заключению по обвинениям в организации межэтнических беспорядков на юге страны. Но в июле этого года под давлением международных правозащитных организаций Верховный суд отменил приговор и отправил дело на рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Об освобождении Аскарова у президента Атамбаева просила даже канцлер Германии Ангела Меркель. Но адвокаты заявляют, что и новый суд не берет во внимание все нарушения в этом деле. Азимжан Аскаров находится за решеткой уже более 6 лет. Он был задержан в 2010-м после межэтнических столкновений на юге Киргизии. Имеющий узбекские корни, Аскаров освещал те события в качестве журналиста. Его арестовали по обвинениям в организации беспорядков и соучастии в убийстве полицейского и приговорили к пожизненному заключению. Но в июле этого года Высший суд Киргизстана отменил вердикт из-за вновь открывшихся обстоятельств и отправил дело на пересмотр в Чуйский областной суд. На слушании Аскаров вновь заявил о своей невиновности и поклялся на Коране. Если доказывается моя виновность в этом случае, я прошу высшее меры наказания публично. И кроме того, это Коран, называется Коран. Клянусь Аллахом, клянусь Кораном, клянусь детьми, я не виноват, не был там, где произошел инцидент. Адвокаты Аскарова ранее заявляли о применении к нему пыток и плохих условиях содержания в тюрьме. Они требуют изменить меру пресечения и отправить дело на доследование. Родственники убитого в беспорядках полицейского выступают против освобождения Аскарова и грозят ему самосудом, говорит вдова погибшего. Не выпускайте его. Как вы не видите, он уже 7 лет проходит как обвиняемый. Как его теперь отпустить? Он еще не отбыл свой срок. Суд еще не закончен. Есть у вас хоть какое-то достоинство? Amnesty International признала Аскарова узником совести. К освобождению журналиста призывали многие международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch и «Журналисты без границ», а также Комитет ООН по правам человека. В прошлом году Госдепартамент США присудил Аскарову премию «Защитник прав человека», что вызвало гнев Бишкека и привело к осложнению киргизско-американских отношений и расторжению межправительственного соглашения о сотрудничестве. Однако, несмотря на международный резонанс, Аскаров все еще остается за решеткой. Чуйский суд отказал ему в освобождении. Мы продолжаем серию репортажей о жизни мигрантов из Центральной Азии в российской столице. Женщины-мигрантки подвергаются насилию со стороны правоохранительных органов и даже своих соотечественников. Однако эти факты в большинстве случаев в Москве не регистрируются полицией. Искать преступников зачастую приходится самостоятельно. Специальный репортаж Джибек Бегалиевой. Гипс с ноги Гуляим сняли еще неделю назад, но ходить на работу девушка все еще не может. Боится потерять ребенка. Месяц назад беременную жительницу Москвы прямо у полицейского участка сбил сотрудник МВД. Я растерялась, на коленках пыталась отползти. Но у меня повредились суставы, шла кровь. Они сначала не заметили, что я беременна. И водитель не сразу заметил меня под колесами. Милиционеры впереди закричали: «Сбил, сбил!». В самом участке в это время находился муж
Гуляем. Его туда увезли полицейские, которые не захотели дожидаться, пока мужчина принесет документы из машины. Гуляем как раз-таки несла бумаги в участок. Узнав об этом, офицер, сбивший Гуляем, потащил раненую девушку в участок, где к ней вышел один из полицейских начальников. Я замначальник северного отделения Чертанова. Давай договоримся. Чем мы тебе 5000 дадим? Уходи. Начальник так сказал. Не надо мне ваши деньги. Я беременна, вы что, не видите? Однако ни вызывать скорую, ни разбираться в автонаезде полицейские не собирались. В участке беременную женщину они держали больше часа. Она, кажется, мужа любит своего очень. Она за мужа все готова. Сейчас она напишет, ее надо просто напугать. Да сейчас ей 5000 дашь, она уйдет. Чурки выйдет, как вы со мной разговариваете? Вы не имеете права так разговаривать. Я хочу заявление написать. Давай пусти ее быстренько. Мы сейчас с мужем ее вместе закроем. Пусть вместе посидят. Мужа Гуляем в итоге выпустили, потому что с документами у него оказалось все в порядке, а скорую его жене вызвали только через час. Диагноз – закрытая травма живота, ушиб левой почки и повреждение колен. Судебную экспертизу с тех пор следователи так и не провели. Сотрудники правоохранительных органов, говорит Гуляем, просто прикрывают друг друга. Сейчас пока она думает лишь о здоровье будущего малыша. Есть, конечно, истории какие-то. Вот в том году Life News раскрутил историю про то, как там представитель ФМС изнасиловал мигрантку из Кыргызстана. Но мне кажется, такие случаи, они единичные. В целом это не говорит об общей ситуации. То есть в основном какой-то, если у девушек наших мигранток есть какие-то дополнительные проблемы от общих, то они в основном со своей стороны. Чаще всего, говорит Рахат, мигрантки страдают от агрессии со стороны своих же кыргызских парней. Помимо банды так называемых патриотов, которые избивали соотечественницы из-за иностранных ухажеров, некоторых девушек в страхе держат собственные соседи по жилплощади, хозяева квартир. Заявлять о насилии со стороны своих же земляков кыргызские девушки решаются очень редко. Он был пьяный и обвинил меня в том, чего я не делала. Я ответила ему, а он начал оскорблять меня, бить. Я ему ничего грубого не сказала, не вымолвила ни звука. Айдай приехала в Москву всего несколько месяцев назад, устроилась швеей в один из подмосковных цехов и нашла в пригороде квартиру с подселением. Именно там все и случилось. Я лежала, он выключил свет и сказал, что я должна переспать с ним. Не выпускал меня, я умоляла его. Когда кто-то открыл дверь, я смогла убежать. Теперь у девушки сломана челюсть, держится она только на специальных креплениях. Есть и пить она может только через трубочку. Разговаривает Айдай также, не разжимая челюсть. Денег на операцию у девушки нет. Найти того, кто избил Айдай, теперь пытаются активисты диаспоры. Она обращалась в полицию, но они не стали рассматривать ее заявление и ничего не предприняли. Ее дело осталось без внимания. Даже если они возьмутся за него, то все решают деньги. За деньги они отпускают любых подозреваемых. Стареньким родителям Айдай ничего не рассказывала. Говорит, что в Москве у нее все хорошо, и что деньги, как обычно, она вышлет в конце месяца. Любовь Гагалеева, Азат Антымаков. В настоящее время Москва. Далее в программе. Взрыв в Тбилиси накануне выборов. В грузинской столице пытались взорвать магнитной миной соратника Михаила Саакашвили, оппозиционного лидера Гиви Таргамадзе. Сам выживший политик считает, что следы покушения ведут в Москву. Я уверен, что бомба была приведена в действие дистанционно из автомобиля, который ехал где-то позади нас. Американская корпорация Boeing официально включилась в марсианскую гонку. Глава другой компании SpaceX Илон Маск, который сообщил о своих планах покорения Марса неделю назад, обвиняет Boeing в диверсии против его самой мощной космической ракеты. Такая система дает вам свободу отправиться куда угодно в пределах Солнечной системы. В Тбилиси накануне парламентских выборов взорвали автомобиль соратника Михаила Саакашвили, одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе. Ни сам депутат, ни его водитель, находившиеся в салоне, не пострадали. 5 случайных прохожих получили ранения. Таргамадзе уверен, что за его машиной следили, а бомбу привели в действие с помощью пульта дистанционного управления. Власти взрыв автомобиля назвали провокацией, спланированной врагами Грузии. За места в парламенте национальное движение конкурирует с правящей партией «Грузинская мечта». Взрыв машины не единственное происшествие этой избирательной кампании. Не так давно в городе Гори было совершено вооруженное нападение на бывшего министра обороны, а ныне кандидата в депутаты Ираклия Акруашвили.
Взрыв почти в традициях 90-х. Подобные методы выяснения отношений, от которых жители Грузии успели отвыкнуть, вновь всплыли в преддверии выборов. Взрывное устройство в автомобиле Гиви Таргамадзе сработало в тот момент, когда транспортное средство выруливало на оживленную трассу. Уверен, что взрывное устройство было заложено в задней части автомобиля, и выжил я только потому, что сел на переднее сиденье. Также я уверен, что бомба была приведена в действие дистанционно из автомобиля, который ехал где-то позади нас. В МВД возбудили дело по статье «Умышленная попытка убийства при отягчающих обстоятельствах». Расследование взято руководством ведомства под особый контроль. Со специальными заявлениями выступили первые лица страны, причем и президент, и премьер-министр в случившемся разглядели след неких политических сил. К сожалению, среди наших политиков есть ветреные элементы. Могу прямо назвать их криминалами, для которых, к сожалению, любой политический процесс – это возможность устроить физическую расправу друг над другом. Обращаясь к авторам и исполнителям этой провокации, вы обязательно понесете строгое наказание. Виновных не спасут ни какой-то иммунитет, ни иностранное гражданство. Более прямолинейны некоторые депутаты от правящей грузинской мечты. Так, по словам Эки Беселия, ей не хотелось бы думать, что за попытками спровоцировать обострение ситуации стоят сами же члены нацдвижения. Ранее партию Михаила Саакашвили уже обвиняли в намерении устроить беспорядки. Сам пострадавший Таргамадзе пока воздерживается от прямых обвинений. Однако ответственность за инцидент националы все же возлагают на власти. Это очень похоже на то, что нужно называть терактом. Страдают невинные люди, налицо попытки ликвидации политика. Само выражение «попытка ликвидации политика» между тем принимает в Грузии устойчивую форму. Пару дней назад некий злоумышленник открыл огонь из пистолета в сторону экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Инцидент произошел во время его встречи с избирателями. Бывший соратник Саакашвили выдвигает свою кандидатуру от мажоритарного округа Гори. Окруашвили во время нападения не пострадал, зато были ранены активист его штаба и телохранитель. Один из координаторов грузинской мечты, некто Эдуард Нуцубидзе, пытался сорвать наши встречи. Когда у него не вышло, он привел неоднократно судимого Александра Индуашвили, который спровоцировал ссору с моими охранниками и произвел несколько целенаправленных выстрелов в нашу сторону. Деятельность и активность подобных криминалов в городе Гори координирует брат супруги нашего вице-премьера Кахи Каладзе. В грузинской мечте категорически опровергли какую-либо связь с нападением на Окруашвили, а спустя несколько часов стрелявший сам сдался полиции. Сами грузинские власти тем временем по-прежнему обещают сделать все для того, чтобы выборы прошли мирно. Звет Мчедлишвили специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси. Владимир Путин на мировой арене сильнее, чем Барак Обама и его администрация. Так считает кандидат в вице-президенты США от республиканской партии Майкл Пенс. Об этом политик заявил на дебатах кандидатов в вице-президенты, которых предложили республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон. Участники дебатов горячо дискутировали на темы внешней и внутренней политики США, регулярно возвращаясь к теме отношений с Москвой. Демократы вновь высказали обеспокоенность, что Трамп в своих заявлениях поддерживает российского президента. Дональд Трамп вновь и вновь восхвалял Владимира Путина. Известно также, что у него есть деловые отношения с близкими к Путину олигархами. И весь штаб компании Трампа надо было уволить за тайные связи с пропутинскими силами. Республиканцы в ответ заявили, что слова Трампа – это не поддержка Путина, а обвинение в адрес, цитата, «слабой и беспомощной политики Хиллари Клинтон и Барака Обамы». Маленький и агрессивный российский лидер диктует условия Соединенным Штатам. Доходит до того, что величайшая нация мира, Америка, просто прекращает переговоры о перемирии, в то время как Владимир Путин ставит в Сирии зенитно-ракетные системы, командует войсками. Слушайте, нам нужно вмешаться и проявить американские лидерские качества. Ближайшие президентские выборы в Америке обещают быть одними из самых скандальных. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж анонсировал новые разоблачения. Речь идет о почти миллионе документов, касающихся избирательной кампании в США. Обширный массив секретных материалов будет опубликован до 8 ноября, дня президентских выборов в Соединенных Штатах. С таким заявлением выступил основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Он говорил по видеосвязи из посольства Эквадора в Лондоне с аудиторией, собравшейся в театре Volksbühne в Берлине. Пресс-конференция была приурочена к 10-летию сайта.
Материал, который Wikileaks собирается опубликовать до конца года, очень значительный. Он важен по ряду обстоятельств, затрагивающих 3 могущественные организации в 3 различных государствах. И, конечно, упомянутая информация связана с избирательным процессом в США. Этим летом сайт Wikileaks опубликовал конфиденциальную электронную переписку Национального комитета Демократической партии США. Она, как утверждалось, была добыта российскими хакерами. Ассанж и его коллега по Wikileaks Сара Харрисон, которая вела мероприятие в Берлине, отрицали, что сотрудничают с Россией и подыгрывают республиканцу Дональду Трампу. Публикация новых документов, по словам Ассанжа, не нацелена конкретно против кандидата от демократов. Меня и публикации Wikileaks неверно цитировали. В частности, неверно утверждалось, что мы собираемся причинить ущерб Хиллари Клинтон или что она мне не нравится. Все эти утверждения ложны и оскорбительны. Основатель Wikileaks 4 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию, где его подозревают в изнасиловании. За право доставить на Марс первых колонистов теперь будет бороться и авиастроительная компания Boeing. Ее глава Деннис Муйленберг заявил, что первый человек, который прибудет на Марс, сделает это на ракете именно его компании. О подобных планах уже не раз говорил и глава другой корпорации SpaceX Илон Маск. Он даже представил план по запуску межпланетного корабля, способного доставить на Красную планету сотни людей и грузов. Теперь Маск обвиняет своих конкурентов в том, что они устроили диверсию во время запуска его самой мощной космической ракеты. Основать колонию на Марсе – такова цель нового проекта Илона Маска. Глава компании SpaceX представил ракету, способную доставить к Красной планете за один полет около 100 пассажиров и большое количество грузов. Своими планами миллионер поделился на Международном астронавтическом конгрессе в Гвадалахаре. Главная задача – сделать перелет доступным для всех желающих, рассказывает Маск. По нашим расчетам, первые полеты будут очень дорогими, но затем их стоимость снизится до 200 или даже до 100 тысяч долларов, в зависимости от того, как много груза возьмет с собой человек. SpaceX планирует осуществлять запуски каждые 26 месяцев, когда расстояние между Марсом и Землей максимально сокращается. Но и тогда оно превышает 200 миллионов километров. Полет займет от 6 до 9 месяцев. Маск рассчитывает доставить на Марс первых людей в 2024 году. Аналогичная миссия НАСА запланирована на 10 лет позже. При этом американское космическое агентство поддерживает планы SpaceX по освоению Красной планеты. В 2018-м Маск планирует отправить на Марс беспилотный аппарат Red Dragon. Он протестирует системы снижения и посадки. Такая система дает вам свободу отправиться куда угодно в пределах Солнечной системы, говорит Маск, например, к поясу Койпера. Для путешествий к другим звездам я бы ее не рекомендовал, но если мы обеспечим заправочные станции, то с ее помощью сможем путешествовать по всей Солнечной системе. Главной задачей Маск считает поиск финансирования. Разработка представленной им ракеты потребует в следующие 5 лет около 10 миллиардов долларов. Схожие проекты по полетам к Марсу разрабатывает компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Задумываются о колонизации космоса и государственные агентства. НАСА готовит запуск мощной ракеты с большой грузоподъемностью на 2018 год, а российская РКК «Энергия» планирует создание окололунной орбитальной платформы в конце 2022-го. Об этом ее директор Владимир Солнцев также рассказал на Конгрессе в Мексике. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.